Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у нас распаковочка посылки. Это посылка из Якутии. Хамусы Чурапча. Во-первых, хочу поздравить всех своих подписчиков с Новым годом и со всеми зимними праздниками и торжественно распаковать эту посылку. Вот, устраивайтесь поудобнее. Я пока поработаю ножичком, а вы пока подпишитесь на мои социальные сети, на Телегу, ВКонтакте, Яндекс.Дзен, чтобы смотреть видео и оставаться на связи. Что ж, поехали. Значит так, вскрыли мы посылку и обнаружили в коробочке 3 красавца хамуса. Вот, беру первый попавшийся, рассматриваю. Эти хамусы довольно частые гости на моем канале, и я считаю их одними из лучших басовых инструментов. Не только среди якутов, но и вообще в принципе. Если хотите выбрать себе хороший управляемый басовый варган, досмотрите эту распаковку до конца. Так, ух, как на совесть-то мастер упаковал все. Ага, вот. Замечательной якутской традицией является то, что все якутские хамусы снабжены деревянными футлярами. И каждый футляр сделан специально под хамус. То есть инструмент прекрасно, что называется, притерт к чехлу и держится вот на очень простой, но очень надежной конструкции из кожаного шнура. Шнур здесь не очень плотный. Ну, такая тесемочка. Я обычно, когда у меня такие шнуры перетираются, заменяю их на паракорд и, что называется, сносу нет. Дерево покрыто лаком. Скорее всего, это сосна. Оно довольно легкое. Свои функции выполняет. Выглядит красиво. В общем, шикарно. Так, беру первый попавшийся хамус. Угу. Рассмотрим поподробнее. Итак, у меня в руках хамус Чурапча. Обратите внимание, он имеет стандартную якутскую форму. Да, круглое колечко, сходящееся на конус деки, но у него довольно интересные пропорции. Колечко имеет слегка каплевидную форму, а деки достаточно толстенькие, то есть довольно удобные будут для удержания. Сечение дек, ну, стандартное, как этот равнобедренный треугольник типа. Размеры. Девять с половиной сантиметров длина хамуса, ширина кольца 3,5 сантиметра, коленце 2,5. Причем обратите внимание, загиб у коленца очень правильный. Мне очень нравится такой загиб. Коленце загнуто под острым углом и образует такой интегральчик. Причем вот эта точка касания кольца, да, здесь кольцо завернуто в улитку, заполировано. И вот эта точка, они практически лежат в одной плоскости. Такая форма очень удобна для разных видов боя. Вот. Она не совсем традиционна, но очень здорово, что молодые якутские мастера ее перенимают. Впервые такую форму я увидел на варганах Сергея Пыжова и Димы Бабаева. И вот теперь у якутских хамусов тоже вот такое интересное коленце. Что ж, всем чаек. Давайте протестируем звук.
Звук я протестирую стандартно. Возьму телефон. В телефоне есть тюнер. Приложение я использую вот такое. Не знаю, видно, не видно. Тюнер универсальный. Здесь очень хорошо отображается и герцовка ноты. И можно четко понять, в какую ноту настроен инструмент. Не знаю, отобразиться нет, но здесь вот все контр-октавы получилось. Что ж, замечательно. Давайте сделаем так. Я все 3 хомуса протестирую, поиграю, а потом выскажу свое мнение. Хомус чурапча, нота си, контр-октавы. Эх. Класс. Хороший инструмент. Такая золотая середина между, собственно, большой октавой и контр. Самое начало контр-октав. Уже басовый, но при этом достаточно управляемый. Моя любимая тональность, наверное. Вот. Для тех, кто хочет попробовать басовые инструменты и при этом не париться с управляемостью, со слишком мягким язычком, вот этот варган прям идеально подходит. Так, перехожу к следующему. Так. Раз. Стандартный. Аналогичен предыдущему. Долго задерживаться на внешнем виде не буду. Какой красавец. А вот, кстати, стоит все-таки сравнить немножко. Кольцо сделал чуть уже. Видите, да? Первый хомус, второй. Колечко чуть поуже. Деки за счет этого чуть подлиннее и как будто бы... Оп, ха-ха, прикольно. Рабочая часть дек, там где зазоры, чуть подлиннее.
Ага. Что по размерам? Ну, буквально на 5 миллиметров. 3 сантиметра ширина кольца. Интересно. Что по звуку? Берем тюнер. Четко в ноту ля. Берем, пробуем. Начну с якутского боя, дальше по-европейски и с вариациями. Прикольно. А если тремоло? Очень классный хомус. Очень управляемый, очень мощный сустейн и очень громкий. Я вот сейчас посмотрел на рекордер, прям местами даже пикует. Хотя вроде бы не особо высоко задирал чувствительность микрофонов. Посмотрим, что будет на записи. Ну, короче, громкий, мощный хомус. Прекрасно вообще. Вот, хомусы надо протирать, к слову, после игры. Чем я и занимаюсь. Так. Берем следующий инструмент. Ага. Так. Так. Оп. Аналогичен предыдущему. Ну, вот здесь ширина кольца примерно 3,5. 3,3. 9,5 высота. Коленце 2,5 сантиметра. Также интересно загнуто. По звуку.
Снова в ля. Мое почтение мастеру. Очень круто, что все в ноту. Пушка. Нет слов, одни эмоции. Классные хомусы. Вот не знаю, какой бы я из них выбрал. Все хороши. Давайте полюбуемся еще раз футляром. Смотрите, какая красота. Он еще и обожженный, имеет вот такой огненный узор. Замечательно. Мне очень нравится. Что ж, небольшой перерыв на чай, а затем выскажу свое мнение. Не переключайтесь. Итак, на хомусах поиграли, а теперь позвольте высказать свое скромное мнение о хомусах Чорапча. И здесь я в растерянности, потому что мне как будто бы нечего добавить к тому, что я прежде говорил в обзорах. Поскольку это довольно качественные и очень классные хомусы. Поэтому, если буду повторяться, пожалуйста, все равно внимательно выслушайте. Возможно, это поможет вам выбрать именно тот самый хомус. Почему я считаю этот инструмент одним из лучших низкочастотников среди якутских хомусов? Мне очень нравится его компактность. Это маленький, менее 10 сантиметров хомус с огромным звуковым потенциалом. При всех вот этих своих скромных размерах звучит он весьма низко и весьма богато. То есть у него красивый рельефный такой низ, классная серединка и замечательные высокие частоты, которые можно извлекать на закрытых звуках. Это классический якутский хомус, по сути, но с низкой настройкой и современными технологиями, поскольку сталь здесь на язычке очень упругая, очень мелодичная, я бы сказал, и она дает очень длительный такой
приятный протяжный сустейн. Вот послушайте сами. Это я едва коснулся. А вот добавил дыхание. Вот чуть-чуть добавил артикуляции. И уже из этого я могу делать какую-то композицию. Я такие хомусы ласково называю хомусами для ленивых, потому что здесь даже при отсутствии у вас какого-то варганного опыта, с одной только артикуляцией и интуитивным дыханием можно сыграть много эффектных и красивых вещей. А если вы еще владеете двусторонним боем, вы можете украсить наигрыш ритмикой. И вот этот хомус, он позволяет все это делать. То есть играть как по-якутски медленно, так и по-европейски. Такая рабочая якутская лошадка, универсальный солдатик. Плюсом ко всему у него есть футляр, который удобно носить на шее. И мы получаем, такой универсальный басовый хомус на каждый день, на котором можно будет играть вообще во всех стилях, в каких вам захочется. Что по качеству изготовления? Это ручная работа, это ковка, и это мне очень нравится. Корпус у него достаточно массивный, и несмотря вот на такую каплевидную узкую форму, в руке-то он лежит достаточно хорошо, достаточно уверенно. Причем разными хватами. Якутским, европейским. Вот так можно зажать. Короче, по-всякому. И кованая сталь, она дает достаточно такую приличную жесткость. Я его могу очень уверенно держать и очень долго играть. При этом такой тяжелый корпус, он полностью поглощает все паразитные вибрации. И я могу долго и с удовольствием играть на этом варгане, не беспокоясь о каких-то неприятных ощущениях в челюсти, что довольно часто встречается среди бюджетных масс-маркет варганов, у которых довольно массивные тяжелые язычки и очень легкие корпусы из листовой стали. Здесь этой проблемы нет. Я еще раз повторяю, это ковка. В сумме мы получаем прям замечательный варган. Вот не устаю хвалить. Хомус Чурапча в футляре однозначно must have. И на этом, пожалуй, все, потому что хорошая вещь не нуждается в излишней рекламе и в каких-то излишних мнениях. Заказать можно по ссылке в описании и связавшись со мной по QR-коду. Не буду тянуть. Это был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка по ссылке из Якутии. У нас с собой было 3 вот таких хомуса Чурапча. Все они могут стать вашими по ссылке в описании. Палец вверх под видео, подписка на канал, жмите на колокольчик. По QR-коду подписывайтесь на мои социальные сети, что играете на хороших варганах, слушайте классную музыку. Всем пока, всем варган. До новых встреч в эфире. Пам-пам-пам. А для тех, кто досмотрел видео до конца, у меня внезапная рубрика «Закрома Родины». Я недавно проводил ревизию запасов своих варганов и обнаружил среди прочих хомусов вот такой хомус Чурапча 2024 года выпуска. Я не знаю, как он затесался среди других инструментов. Вот такое бывает в моем деле. Он абсолютно новый, отполированный, классный и звучит довольно здорово. И его я готов отдать со скидкой в 5%. Для этого нужно будет написать мне в телегу и сделать репост этой записи у себя в социальных сетях. Пишите, возможно, именно этот хомус станет вашим. Звучит он потрясающе. Нота ля контр-октавы. Сейчас продемонстрирую.